Мачете Сергей Афанасьевич. Железовый рай, я больше никого не записываю голосовать. Владимир Михайлович, она все докладчик, посмотрите по лесту, как вы подготовили цифру, может, что мы ставим? Вы как так не так выступит. Я тоже хочу обратиться к выступлению госпожи Олеси Федоровны. Знаете, как вот... Знаете, я внимательно посмотрел это выступление пару раз. Ну, у меня создалось впечатление такое, что, знаете, как люди оторваны от реалий то, что творится в Гагаузии. Я объясняю, почему. Ну, смотрел, все начинаем принимать бюджет. Бюджет, знаете, как дефицитный бюджет, ну, нигде никто не принимает, тем более, что уже делали прогноз, что самое плохое у нас в финансах. Мы не делаем анализ на будущий год, не планируем, что у нас будет. Все показывает, что доходы в следующем году будут еще меньше, чем в этом. Я и объяснял, почему. Сельхозникам мы в этом году ничем не помогли. Сельхозники сейчас в этом году будут выживать, пытаться закрыть свои долги с этого года, потому что их давят кредиты, где-то у кого-то уже пытаются отобрать технику. Вот говорю, когда Ирина Федоровна говорит, чтобы мы не превращали вот этот бюджет в политику, а просто приняли, как ей надо, ну я здесь не соглашусь. Она говорит, вы уже пошла предвыборная гонка, это должна быть как бы гонка идей и проектов. И если, конечно, мы имеем идеи в виду, что врать людям, то мы эту идею не поддерживаем. А насчет проекта, если она говорит, пожалуйста, где наш аэропорт Чадрмунги, где вот наша, получается, электростанция Вулканичная, это самые прямые, которые она говорила, обещала. Перессорились с Чадрмунги с Камрадскими. Почему? Потому что в один момент мы решили с Чадрмунги аэропорт перекинуть, сделать в Камрате, мол, там около границы самолеты будут взлетать чуть ли не через Украину, их там будут сбивать. Когда начали говорить, знаете как, я говорю, вот оторвано, вот говорит, мы пережили снегопады, мы пережили наводнение. Чем мы пережили? Снегопады, мы, говорит, продукцию издавали. В 2019 году здесь все вырубили сады. Вот тут в Камрате вырубили сады, готовые сады, которые плодоносящие. Почему? Потому что исполком не занимался своим делом, чтобы эту продукцию сбыть. А просто ехали, красовались и добежали аж до Путина и крикнули, у нас самая хорошая слива. Вот это крикнули. Мы не поехали туда, чтобы делать какие-то проекты, а пошли сфотографироваться, чтобы заручиться, не то что заручиться, чтобы еще одну фотографию поставить в свой архив. Говорили, победили наводнение. Эти ребята вот видели, что потворилось у нас в русле реки Ялпуг-Бэй. Мы над этими людьми издевались, когда сделали за 40 лей квадратный метр вместе с штукатуркой, шпаклевкой и работой. Мы оценили вот это все им 40 лей. И дом посчитали, дом, который вода зашла, который сегодня стоит под снос, мы его посчитали за 200 тысяч лей. А в этот момент кабинет 5 на 10, 1 200 000 потратили на него, сделали. Дом, целый дом, который имеет больше 200 квадратов, мы его оценили в 200 тысяч, а кабинет, 1 200 000, ребята, вы меня извините. Покупали машины, ездили в командировки, но не думали об этих людях. И несли какой-то бред про холодильник. Я вообще не могу понять, что они хотели. Если холодно, мы холодильник в этом году не купим, купим следующий. Если не топим, будем подтапливать. Что хотели сказать? Я не понимаю, что они... Что они пытались вот объяснить людям, вот пыталась Олеся Федоровна. И тут, когда говорят, вот все живут с дефицитом, да не надо бояться дефицитного бюджета. Мы его сами не знаем откуда, не знаем как, но мы его покроем. Если мы такие сегодня грамотные, и сегодня этим бюджетом мы так его красиво владеем, почему в этом году мы его не покрыли, этот дефицит бюджета? И у нас стоит скрытый дефицит, это, считай, 80 миллионов лей невыполненных работ, которые автоматически перейдут в дефицит следующего года. И у нас уже, я сегодня рассчитываю на следующий год примерно навскидку, где-то 250 миллионов дефицит бюджета будет. Уже будет. А мы пытаемся еще заложить 143 плюс. Ну, Владимир Михайлович, дайте... Потому что люди не понимают, кто такие мы. Тут получается, знаете как, ну говорили мы про Фуджикур, вот не мы, Олеся Федоровна говорила про Фуджикур. Вы понимаете, 7 тысяч, это получается зарплата. Ну, Владимир Михайлович, дайте уже, люди приходят, спрашивают. И прошу вас, дайте, Петр Иванович,
Я говорю то, что есть, то, что меня спрашивают люди. Почему? Потому что правильно сказал Сергей Константинович. Сейчас всех собак пытаются повесить на депутатов, почему не принимаем бюджет. И тут, когда получается, что говорят, Фуджикура получает 7 тысяч лей в среднем, пойдите поговорите с людьми. Врем вот так нагло и говорим. Исполком управления 13,3 миллиона. Нам не показывают, сколько там человек было. Не показывают, куда идут эти 13,3 миллиона, на кого мы их тратим. Управление Оля Метеогла, еще 2 человека. Дальше 13,3 миллиона, не слишком ли дорого обходятся они нам? И тут говорим, что 80%, Олеся Федоровна говорит, идет на зарплату. 80% это 10 миллионов, нам что, обходится 5-6 человек в год? Насис Бардабакистане Сайлает Мэмба. И самое убило, я говорю, самое больше, что убило, пословица. Работали, и наконец нам повезло. Олеся Федоровна, самая любимая, ну не сказала концовку. Работали, наконец нам повезло, и мы устроились исполком и заработали. Вот телелям надо битрсина лахуна. И сегодня прошу принимать бюджет, который есть реально, который мы сегодня видим, бездефицитный. Потому что если дефицитный бюджет, я говорю, Ирина Федоровна осенью убежит отсюда в парламент. И вот эта Гагаузия останется как у разбитого корыта с этим. И когда мы говорим, что у нас 3 депутата в парламенте, не надо. У нас 7 депутатов в парламенте, чтобы вы знали. Почему? 2 мы провели по одномандатным спискам. 4 мы провели, 60 тысяч голосов дали, 60 тысяч голосов. Это 4 депутата, которых мы дали, одна из них Киксал, 3 сидят. И еще одного мы побегали. Ретива и в Турции еще одного Анасталга, или кого мы выбрали. 7 депутатов дала Гагаузия, чтобы вы знали, социалистам. И социалисты должны были нам не 15 миллионов лей дать, а дать 100 вот сюда, как другие районы. Спасибо. Уважаемые коллеги, давайте не будем задавать тон. Давайте мы переходим к голосованию, чтобы не испортить сегодняшнее заседание. Опять мы переходим уже на личности. Предлагается 2 варианта. Я предлагаю, чтобы мы больше не обсуждали этот вопрос. Есть два варианта. Сергей Константинович предложил бездефицитный и есть дефицитный. Предложили поименное голосование. Спасибо вам большое. Мы с уважением к вам относимся. Георгий Георгиевич, если мы... Уважаемые коллеги, тогда извините, тогда Железоглу, пожалуйста. Раз вы хотите говорить, тогда Железоглу, пожалуйста. Я предлагаю перейти к голосованию, вы начинаете опять что-то изобретать. Мы сейчас первое чтение, цифры контрольные, за, нет, и потом у нас есть время 15 дней обсудить дальше этот вопрос. Все, давайте уходим, мы сейчас обсуждаем его уже, мы говорим о контрольных цифрах. Все говорят, давайте примем, и все только говорим. Пожалуйста. Всем добрый день. Мы бюджет стараемся уже принимать несколько месяцев. И я думаю, что оправданно, что мы должны высказывать свою точку зрения по некоторым причинам, которых я тоже коснусь. Я полностью поддерживаю тот вариант, чтобы мы сегодня приняли в первом чтении бездефицитный бюджет, дали срок исполкому, но не 15 дней, а меньше, в течение 10 дней, чтобы они представили, и потом мы приняли во втором чтении. Но, конечно же, обязательно, чтобы было бездефицитное. Но я хотел бы 2 моментов коснуться, которые непосредственно связаны с бюджетом. Первое – это то, как освещается в некоторых средствах массовой информации, некоторых, так скажем, моментах и те решения, которые мы принимаем. Продолжается, к сожалению, работа по дискредитации Народного собрания и созданию у нас депутатов некого образа врага. И к сожалению, в этом участвуют в некоторых моментах, в том числе и, к сожалению, ГРТ, и вот уже касались непосредственно той передачи, где участвовала первая замбашкана. К сожалению, я не понял, почему предлагалось, чтобы была некая дискуссия, но в то же время был приглашен представитель исполкома, но представителя Народного собрания, который может иметь иную точку зрения, почему-то не был приглашен. При этом было предоставлено право или возможность депутатам звонить и задавать вопросы заместителю председателя исполкома. Я считаю, что это неправильно. Должны наши люди выслушивать разные точки зрения, потому что, к сожалению, вот непринятие бюджета используют для того, чтобы создать из депутатов неких монстров. Вот сейчас
в наших населенных пунктах активно говорят о том, что наши люди не получают заработные платы, бюджетные имеются в виду учителя в садиках, потому что депутаты не приняли народное собрание, бюджет. И поэтому я хотел бы, чтобы люди поняли, что вопрос выдачи получения заработной платы никак не связан с принятием нашего бюджета. Это первое. И второе, то, что коротко хотел бы коснуться того документа, который поступил в Народное собрание. Они попросили у нас дать толкование. Но я хотел бы еще раз напомнить исполкому, что то, что вы просите у нас дать официальное толкование по тем вопросам, которые и так понятны, и это относится к вашей компетенции, и вы нам неоднократно указывали, что вопросы, связанные с разработкой, координированием и исполнением социальных, экономических программ, это полностью относится к вашей компетенции. То есть мы обсуждаем, принимаем или не принимаем, но то, что касается включения или не включения в бюджет тех или иных социальных программ, это полностью относится к компетенции исполкома. Тем более, что мы буквально год назад, вы нас убеждали в том, что Народное собрание не имеет компетенции в этой сфере. Постановление 35/5 от 19 ноября 2019 года, где четко вы нам это указывали, что мы не должны вмешиваться в вашу компетенцию. Поэтому я считаю, что не мы вам должны указывать, какие программы включать, а вы должны включать, представлять нам, а мы будем утверждать или не утверждать. Поэтому я согласен с тем, что надо принять бюджет. И последняя ремарка. Очень жаль, что мы вроде демонстрировали постоянно открытость наших заседаний. Мы и в прошлый раз призывали, не нужно предлагать закрывать от людей, что мы закрывались от людей в каких-то кабинетах, что убирали камеры. У нас люди, если приходят, мы тоже можем давать им право высказаться. Тем более перед нами выступал депутат парламента, который принимал закон об особом правовом статусе. Поэтому очень жаль, что не дали человеку высказать слово, тем более, что он говорил о том, что мы неоднократно здесь говорили, о том, что Башкам должна присутствовать на заседаниях. Спасибо. Спасибо. Уважаемые коллеги, предлагается говорить по бюджету, по цифрам контрольным. Николай Ильич, пожалуйста, Георгий Георгиевич, переходим к голосованию. Мы сейчас приведем это к тому, что мы опять не примем бюджет. Если вы этого хотите, так скажите это честно. Пожалуйста, Николай Ильич. Добрый день, Владимир Михайлович, Александр Георгиевич, коллеги, исполнительный комитет, Приморский корпус, присутствующие. Владимир Михайлович, у меня предложение. Мы сегодня обсуждаем вопрос бюджета, да? Но процедура такова. Наверное, выслушиваем соответствующую комиссию, выслушиваем исполнительный комитет докладчика в этой сфере. Если у них нечего говорить, мы уже начинаем к обсуждению данных цифр, которые мы рассматриваем. Если у них нечего говорить, то у меня есть вопрос. Если есть бюджетная комиссия, есть исполнительный комитет, у них, если есть что-то говорить, я хотел бы услышать их и после этого перейти к обсуждению этих цифр, о чем мы говорим сейчас. Есть что-то у вас, Георгий? По контрольным цифрам спрашиваю, была же вчера комиссия. Есть вопросы, может, какие-то? Нету, да? Татьяна Михайловна, у вас нечего? У меня вопрос тогда. Татьяна Михайловна, непринятие бюджета зависит заработная плата госслужащих? К вам вопрос. Добрый день, господа депутаты. Непринятие бюджета влечет за собой следующую процедуру согласно закону, статьи 23, это применение временного бюджета. Если за 3 дня до окончания года не принят бюджет на следующий год, эта процедура вступает в силу. Такая процедура применена, вносятся планы по временному бюджету. Сегодня мы планируем эту процедуру завершить и после этого приступить уже к финансированию. Временный бюджет вносится в рамках расходов прошлого года с учетом внесенных изменений и с рядом особенностей. Вот это. Влияет на заработную плату или нет? Да или нет? Нет. Спасибо. Выплата будет Следующий производиться вопрос. по временному бюджету. Следующий вопрос, Антон. Каковы последствия непринятия бюджета?
Это если будут в бюджете запланированы некоторые новые расходы, они не смогут осуществляться, потому что они не были запланированы, не были в прошлом году, в прошлом бюджете. И еще один вопрос. Да. Каковы последствия нерасчета займом, если мы на то идем? Займ какой? Мы говорим сейчас эти 117 миллионов, то, что мы сейчас А он обсуждаем. не взят. Какие могут Нет, быть мы последствия? сейчас обсуждаем, мы Пока его хотим нет. его заложить. В прошлом году его не было, поэтому Мы сейчас взять хотим его планируется. заложить, вот сейчас цифры, мы на цифры говорим, поэтому я вот задаю такие вопросы. Нет, он не может быть внесен в бюджет, потому что в прошлом году такой позиции не было, такого источника финансирования не было. Отказываемся В от временном этого? бюджете. Утвержденном еще непонятно, он будет или нет. К сожалению, я не услышал ответ на этот вопрос, потому что тут две цифры, с займом и без займа. И я хотел бы услышать, каковы последствия нерасчета с этим данным займом, если мы идем на то, что берем займ. Ну, какого-то окончательного проекта бюджета сейчас и нет. Я не знаю, о чем сейчас речь идет. Есть предложение с займом, цифры займа и без. Вот я вот поэтому и задаю этот вопрос. Да, это было в предложенном проекте, который отклонило Народное собрание на прошлой сессии и предложило к исполнению постановления. Каковы последствия, если мы берем данный займ, не расчет? Последствия мы его будем оплачивать. Какие могут быть последствия? Если взяли, Каким мы его путем, должны мне будем интересно? платить. А как же? Каким путем? Другое дело, что это будет займ на капитальные расходы, Спасибо, у скорее меня всего, эти потому вопросы что он были. берется на Спасибо. 2-3 года. Спасибо. Вот, Уважаемые коллеги, есть два варианта. Голосуем и идем по оппозиции. Георгий Георгиевич, вы поясните ваше... И больше никто не выступает. Да, добрый день, коллеги. Я также буду призывать всех вас поддержать тот вариант, который мы с вами большинством определили на прошлом заседании, и напомнить вам, что мы тогда приняли постановление, коим мы определили свою позицию, каким мы хотим видеть бюджет. Ответ исполком направил письменно. Наш адрес вы все прочитали. Если одно слово сказать «отписка», это будет самое скромное, что мы можем сказать. По его содержанию можно прийти к разным выводам, начиная от того, что сам дурак типа этого, заканчивая тем, что мы ничего не понимаем, о чем речь идет. В то же время позиция исполкома, высказанная заместителем председателя в лице Танасоглу, сводится к тому, что мы не хотим, чтобы этот бюджет принял, я имею в виду исполком не хочет. Прямо было так и сказано, что они надеются, что этот закон будет принят следующим созывом. Я полагаю, не бывать этому, чтобы отняли у нашего народа его политическую волю и стремление принять тот нормативный акт, который он ожидает. А задача исполкома как раз-таки заключается в подготовке добротного нормативного акта, основного, по которому будем жить, а не таким образом поступать. Тут начальник управления финансов ответила на многие вопросы по поводу заработной платы. У людей создается впечатление, что именно по вине Народного собрания из-за непринятия нами закона о бюджете имеет место задержки по выплате заработной платы и так далее. Этого не так. Это стремление определенных чиновников, умышленно, злоупотребляя своими служебными полномочиями, нагнетать ситуацию в Гагаузии и грубейшим образом нарушать права тысячи людей. В этой связи, почему я и хотел самое главное сказать, коллеги, мы должны вынести постановление, коим обязать счетную палату в кратчайший срок проверить изложенные факты и обстоятельства, определить, по чьей вине такое происходит, а материалы направить в органы, правоохранительные органы, в прокуратуру для привлечения к уголовной ответственности. По-другому это не назовешь. За всю историю, наверное, Гагаузии, это первый случай, когда умышленно в массовом порядке не выдают учителям, другим бюджетным организациям заработную плату с тем, чтобы выгадать какие-то политические дивиденды. Я полагаю, такой подход абсолютно неприемлем и некорректен. Я понимаю, системное противостояние между исполкомом и Народным собранием уже приобрело где-то в какой-то мере, наверное, необратимый характер. Мы это замечаем. Каждый раз сам дурак, типа пинг-понга играется. 2 года тому назад
Для того, чтобы избежать подобного развития событий, было предложено, вы помните, я тогда предложил, чтобы Народное собрание подало в отставку и выборы состоялись одновременно с Башканом. Я понимаю, сейчас если предложить Башкану, чтобы подала в отставку, это маловероятно, наверное, и некорректно с моей стороны было бы, но этот вариант с тем, чтобы прекратить вот это противостояние, к сожалению, не нашел поддержку. Второй вариант, который бы снизил бы степень вот этой системности противостояния в части предложенного внесения изменений в закон о регламенте, я, Михаил Михайлович, обращаю внимание о том, чтобы Народное собрание было профессиональным, чтобы более полно исполняло свои контрольные функции, что во многом снизило бы остроту подобного рода проблем. И мы на более высоком уровне подходили бы к решению вот того, с чем мы сталкиваемся. Тоже, к сожалению, не смогли мы преодолеть. Поэтому я почему об этом говорю, коллеги? Нам надо подумать и об этих вещах чуть глубже, потому что сегодня я надеюсь, что все-таки поддержат нас, и мы примем этот закон о бюджете бездефицитный, как и должно быть. Ну а потом вернуться к тем вопросам, о чем я только что говорил. В противном случае подобного рода противостояние будет иметь место и дальше, чтобы вы не сомневались в этом. Спасибо. Уважаемые коллеги, было предложение за поименное голосование. Кто за, прошу проголосовать поименное голосование. Голосуем. Кто за поименное голосование? Против? Воздержались? Один человек воздержался. Уважаемые коллеги, предлагается первый вариант, это с дефицитом 143 миллиона. У вас у всех есть. Уже голосуем. Ну, пожалуйста, давай задай. Уже голосуем же. Не, я прошу прощения, просто коллеги здесь несколько раз, было бы правильно, чтобы предложили свой бюджет и не было бы вот этих раз. Спасибо. Нет, все тогда голосуем. Татьяна Михайловна, я хотел задать вопрос к вам как финансисту. Учитывая, что было на прошлом заседании предложено один из вариантов бездефицитного бюджета, были названы определенные цифры, 1 миллиард 6 миллионов. Хотел бы узнать ваше мнение как финансиста. Если сегодня мы принимаем этот бюджет, то есть бездефицитный, те 143 миллиона, это не 143 лея, какие будут последствия и найдет ли исполнительный комитет, да, я не хочу, как говорит коллега, кидать вину на одну сторону, на другую, мы все ответственны, как исполком, так и Народное собрание за принятие этого бюджета. Найдем ли мы, откуда сокращать 143 миллиона, это не 143 лея, ответьте, пожалуйста. Георгий Иванович, приходим к голосованию, и мы сейчас будем опять долго об этом говорить. В чем здесь, пожалуйста, ответьте или голосуем. Предлагается на голосование, уважаемые коллеги, есть бездефицитный бюджет, есть дефицитный. Предложение есть. Кто за по доходам в сумме 1 миллиард 006 676 и 0 тысяч леев, по расходам плюс 143, с дефицитом плюс 143, 205 и 4 тысячи леев. Поименное голосование, кто за, прошу проголосовать. Гайдаржи. Валентин. С дефицитом. Против. Драган Николай Семенович. Воздерживается. Дюльгер. Против. Дорогой. Воздерживается. Железоглу. Жеков. Захария. Иванчук. Кадын. За. Карамид. Кыса. Воздерживается. Лейчу. Монастырлы. Манолов. Орманжи. Воздерживается. Рая. Цареоглу. Тарнавский. Узун Николай Ильич. Узун Илья Семенович. Чавдар Петр Иванович. Фазлы Петр Иванович. Чернев Сергей Афанасьевич. Чимпаеш Сергей Алексеевич. Шошева Наталья Дмитриевна. Вопрос не проходит. Один за, остальные против и воздержались. Следующий бездефицитный. Принимало участие 25 человек. Один за, остальные воздержались и против. В сумме.
Екатерина, прям принципиально за и против этого, за. Раз. 6 воздержались, 1 за. Это воздержались и против, это тоже. Спасибо. Принять проект о бюджете на 2021 год в первом чтении по доходам в сумме 1 миллиард 676 и 0 тысяч леев. По расходам в сумме тоже 1 миллиард 006 676 и 0 тысяч леев. Кто за, прошу проголосовать поименно. Гайдаржи. Драган. Дорогой. Воздержался. Бюргер. Железогло. Жекова. Захария. Иванчук. Кадым. Карамид. Хыса. За. Лейчу. Монастрой. Манова. Орман. Рая. Царёв. Тарнавский. Узун Николаевич. Узун Илья Семенович. Чавдарь. Фазлы. Черник. Чимпаеш. Шошева Наталья Дмитриевна. За. 2, 3, 4 воздержались. 21 за. Спасибо, уважаемые коллеги. Бюджет принят в первом чтении. И у нас по процедуре мы передаем. Постановление принимаешь? Не проблема. Пожалуйста. Владимир Михайлович, обязательно постановление принимаем. Мы в прошлый раз определили основные направления и свои пожелания. Сейчас то же самое и однозначно я прошу коллег поддержать, поручить счетной палате незамедлительно в срочном порядке осуществить эту проверку, чтобы материалы находились на столе у прокурора в ближайшее же время. Это дискредитация Гагаузии, не просто народного собрания, либо власти. Спасибо. Кто за постановление, прошу проголосовать. Ну, озвучили только что. 10-дневный срок. Не, ну мы должны сперва, вдруг он не будет. Я думаю, что заседание назначить проблем нет. Можно специальное заседание, распоряжение. Сергей Константинович, заседание мы можем. Причем здесь выбор? Выбор это ЦИК главный. Пожалуйста, предлагается 10-дневный срок. Кто за, прошу проголосовать. Пожалуйста, Николай Семенович. Николай Семенович, пожалуйста. Уважаемые депутаты, я предлагаю, когда будет рассматриваться первым чтением мы приняли бюджет, а во втором чтении, когда будем принимать, что вот эти 15 миллионов 300 тысяч, то, что выделяет нам парламент, то, что 4 населенных пункта не получили эти деньги, да, я предлагаю с регионального бюджета на эти, вот сколько-то, я не знаю, мы распределяем, как положено. Не хватает капчик миллиона с регионального бюджета и возместить, чтобы не были обделены вот эти 4 населенных пункта. Спасибо. Уважаемый коллега, пожалуйста, Татьяна Михайловна, дайте 10 дней хватает или 14 дней? Пожалуйста. Принимаем, идем дальше. Уважаемые депутаты, я все-таки считаю, что, мое мнение, неделя достаточно исполкома подкорректировать эти цифры, даже и 5 дней. Мы можем быстро собрать комиссию, президиум и, к примеру, в следующую пятницу завершить. Нам нужна здесь политическая воля, в первую очередь, Башкана Гагаузии. То, что говорит Николай Семенович, ну просто он болел, его не было. Я с трибуны говорил, но хочу тоже разъяснить свою позицию, Николай Семенович, чтобы вы понимали. Значит, я за то, и большинство здесь депутатов за то, чтобы, согласно нашему закону о капитальных инвестициях, распределили эти 15 миллионов всем, как положено. Капчаку, Джалтаю, Авдарме и, значит, Дизгинджи, в том числе другим населенным пунктам, еще 10 населенных пунктов, которые неправильно распределили. Но 15 миллионов не должно быть у нас камнем преткновения. Тут просто нужно желание. Но, если мы даже через 10 дней
примем, чтобы вы услышали, если мы даже через 10 дней примем во втором чтении с этими цифрами, при нежелании Башкана Гагаузии подписать, она может его вернуть обратно. И если мы уйдем на выборы и не примем в окончательном варианте бюджет, то она потом распределит опять Копчак, Джалтай и так далее, не получит эти деньги. То есть вернемся по бюджету на круги своя. Поэтому я считаю, что... Нет, я заканчиваю, да. Нам нужно, вот я разъяснил, мы все за то, чтобы распределить, и 15 миллионов это не 1,5 миллиарда. Это небольшие деньги, и коль мы принимали свой закон, мы его должны просто уважать. Распределить по-братски. Кардашпай. Пожалуйста. Коллега сказал, спасибо ему. Но, Татьяна Михайловна, когда будете работать с цифрами, пожалуйста, по тем еще 2 вопросам. 3 вопроса, да, волнуют, которые село Копчак. И по этим же вопросам уже не первый раз приезжают жители села, которые мерзнут на улице, выражая возмущение их. Что вы включили еще и те 2 вопроса, да? Значит, это дорожный фонд, вот эти 15 миллионов, и по этим садикам трансфертам мы, пожалуйста, чтобы они были включены. И при принятии втором чтении мы уже думаем, что найдем ответ. Спасибо. Спасибо. Пожалуйста. Только одну мысль. В той же программе, о которой сегодня неоднократно говорили, Алиса Федоровна высказала мысль, что она не хочет урезать питание школьников и не хочет урезать освещение населенных пунктов. Я думаю, что здесь нет ни одного депутата, кто бы хотел, чтобы это произошло, поэтому мы 100% поддерживаем это предложение Алисы Федоровны и думаем, что та рекомендация, которая была дана Александром Григорьевичем, будет иметь место при разработке нового бюджета. То есть вы можете урезать и рассматривать только те проекты, которые не стали законами и не прошли через народное собрание, то есть те проекты. Пожалуйста, учтите и это при составлении бюджета на 2021 год. Уважаемые коллеги. Извините, господин председатель, но так как вы примарскому корпусу не даете права высказаться, извините, извините. Что я вам скажу, Олег Федорович, никто Значит, не ограничит вас. Сейчас идет речь о том, что будет подготовка ко второму чтению. И Союз примаров Гагаузии от примарского корпуса тоже высказал свои предложения. Поэтому, извините, будьте корректным, господин председатель. Я не хочу много говорить. Я хочу напомнить Татьяне Михайловне о наших предложениях. В частности, это касается фонда по социальной поддержке населения. И я еще раз повторю предложение примарского корпуса. Мы готовы, если это посчитает целесообразным, депутаты Народного собрания и исполком Гагаузии, делегировать представителей примарского корпуса и оказать полное содействие финуправлению в разработке нового бюджета ко второму чтению с учетом всех пожеланий, которые сказали в данном случае депутаты. Спасибо, больше я не буду Олег Федорович, я это сам хотел озвучить. Понимаете? Пожалуйста. Добрый день, Владимир Михайлович, уважаемые коллеги, уважаемые члены исполкома, примары, присутствующие. У меня маленькое пожелание. Это мое личное мнение. Чем мы больше напишем пунктов постановления о принятии бюджета, тем больше будет вариантов у исполнительного комитета написать нам, что дайте, пожалуйста, толкование, что вы имели в виду, и мы опять останемся... это мое опять личное мнение. Давайте мы не будем уходить в глубину, утвердили цифры, которые мы с вами проголосовали, и исполнительному комитету представить срок. Я думаю, что все-таки 10 дней, там же есть работа для управления финансов, поэтому чисто из этих соображений, чтобы люди успели подготовиться, представить предложение по скорректированному проекту бюджета, чтобы он был без дефицита, как мы согласовали. И все, иначе мы... Это мое личное мнение. Уважаемые коллеги, обеспечить это мы можем указать. Кто за предложение Александра Григорьевича Тарновского очень правильно озвучил? Прошу проголосовать за постановление. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Единогласно. Уважаемые коллеги, переходим ко второму вопросу. Всем спасибо. Да, мы там укажем. Я же сказал. Я укажу, Георгий Георгиевич. Коллеги, давайте отдельно постановление вынесем по поводу поручения счетной палаты. Так проголосовали, указали же, вы же озвучили, я же сказал. Пункты мы указали отдельным. Мы отдельным пунктом указали. Зачем еще раз отдельно делать? Уважаемые коллеги, предлагается второй вопрос. Приглашается Чавдар Петр Иванович.
о проекте закона о Гагаузии, о внесении изменений в закон о Гагаузии, избирательный кодекс. Мы можем сразу на голосование, здесь можем много говорить, потому что это касается всю Гагаузию. Пожалуйста, Петр Иванович. Уважаемые коллеги, избирательный кодекс, одобренный нами депутатами в 2015 году, к сожалению, имеет ряд изъянов, где позволяет манипулировать временной пропиской избирателей в населенных пунктах. Чтобы избежать в дальнейшем этих моментов, наши коллеги, депутат Узун и депутат КСА вышли с законодательной инициативой о внесении изменений и дополнений в избирательный кодекс, чтобы в дальнейшем исключать фальсификацию при проведении выборов на территории автономии. Значит, коллеги предлагают статью 9, часть 2 исключить и дополнить статью 5 следующим содержанием. В случае проведения выборов Народное собрание Гагаузии лица, зарегистрированные по месту жительства менее чем за год до даты проведения выборов, реализуют свое избирательное право следующим образом. А. Собственники недвижимости и члены их семей, обладающие избирательным правом, при предъявлении документа на право собственности голосуют в избирательном округе, участке по месту жительства, то есть регистрации. Б. Лица, зарегистрированные в избирательном округе, участке, не являющиеся собственниками недвижимости по месту жительства, регистрации или членами их семей, реализуют свое избирательное право на избирательном участке по предыдущему месту жительства, регистрации. Спасибо. Уважаемые коллеги, я хочу пару слов прокомментировать по этому вопросу. Есть сегодня инициатива, и она не просто так зародилась. Я хочу сказать, что еще раз, и не просто говорить, я это могу подтвердить документально. Сегодня за 2 месяца случайно в Буджаке получилась сборная Гагаузии. А почему я говорю сборная? Потому что там на один адрес умудрились прописать жителей Камрата, жителей Тамая, жителей Кирсова, Кангаза, Гайдар, жителей Баурчи, Чадырлунги, Чокмайдан, Дизгинжа, Кангащик, Бессарабка с молдавского населенного пункта, село Джалтай, Казаклея, Гарагыш тоже с молдавского, Капаклея, Бешалма, село Александральфильд. Кагульский район даже у нас есть уже в Буджаке. И Бараганы. Поэтому я хочу сказать, что я предлагаю поставить его на голосование сразу, потому что об этом вопросе можно говорить много. И это касается всей Гагаузии. И пресекать надо такие вещи. Кто за? Пожалуйста, Алексей Алексеевич. Уважаемые депутаты, я поддерживаю этот законопроект. Единственное, что мне не совсем нравится формулировка, потому что не совсем понятно, каким образом нужно предоставлять документы, там, домовую книгу или там, так далее и тому подобное. Это немножко усложняет. Мне кажется, что тут немного некорректно сама идея, чтобы ограничить вот такую фальсификацию, ограничить возможность покупать, скажем там, значит, платить людям деньги, привозить и временно регистрировать, это хорошо, я его поддерживаю. Но давайте правильно сформулируем. Вы понимаете, что значит человек пришел, он что, должен домовую книгу показать или показать справку от примара, что ли? То есть должен быть какой-то механизм понятный, простой и доступный. Мне кажется, что в законе указать о том, что избиратели Гагаузии, значит, ну, допустим, прописанные за последний год, должны, значит, участвовать в голосовании по старому своему адресу. Тем самым мы не нарушаем их конституционное право голосования. Потому что если мы вот эту норму применим, то немножко будет коллапс. Что значит пришли голосовать, один представляет удостоверение, а второй должен нести домовую книгу? У меня у самого до сих пор там вопросы есть с домовой книгой. Меня завтра тоже могут не пустить на выборы. Спасибо. Сергей Константинович, пожалуйста. Сергей Константинович, вы знаете, почему у нас в основном в селах каждый знает прекрасно своих жителей. И сегодня вот как образно, да, есть адрес, да, придите, посмотрите, там невозможно жить. Не проблема, справку с примарии можно, подтверждение, что он является жителем этого села.
Пожалуйста, Сергей Константинович. Уважаемые коллеги, всем добрый день. Представитель исполнительного комитета, присутствующие в этом зале. Очень важный документ, который сегодня обсуждался, и есть законодательная инициатива двух депутатов. На самом деле это не касается только Буджака, Ферапонтовки и других малых населенных пунктов, а касается всей Гагаузии. Я буду голосовать за этот законопроект, за эту законодательную инициативу. Но перед этим я хочу сказать следующее. Сам избирательный кодекс, который был принят Народным собранием Гагаузии, требует доработки. Он несовершенный и в этой части в том числе. К нашему сожалению, Центральная избирательная комиссия Гагаузии по этому вопросу почему-то не высказалась до сегодняшнего дня. А Центральная избирательная комиссия должна была высказаться по этому вопросу. По этим так называемым миграционным электоральным процессам. Кочевники-избиратели из одного населенного пункта перекочевывают в другой населенный пункт на период голосования. Были случаи, мы должны об этом сказать, в 2012 году, в 2016 году, в 2009 году и до этого в некоторые населенные пункты, в первом туре они голосовали по одному населенному пункту, где протаскивали одного кандидата, и он уже становился депутатом, а во второй тур они перепрописали его в другой населенный пункт, чтобы протащить другого депутата. И все мы это знаем. И это в Гагаузии известный факт. Другой просто умалчиваем. Возникает вопрос, коллеги, почему до сих пор этот состав Народного собрания уже работает 4 года и уже больше? За 4 года такая законодательная инициатива не поступала. И, конечно, у наших избирателей, у некоторых депутатов возникает вопрос. Наверное, мы подходим избирательно к определенному населенному пункту. Нет, мы не должны подходить избирательно. Это проблема всей Гагаузии. Завтра, послезавтра, мы сегодня, если говорим о всех процессах, которые происходят, мы хотим принять норму только как избиратель, чтобы он с одного населенного пункта не переходил в другой, чтобы не голосовал. Потому что кандидат приходит с мешком денег и хочет стать депутатом Народного собрания. Давайте, если мы сказали букву А, скажем букву Б. Завтра, послезавтра будет таким же образом перепрописываться. Из одного населенного пункта Республики Молдовы, Сатак или Зандюшан, придет один чиновник, я не знаю, или человек с мешком денег и пропишется в населенном пункте Гагаузии и будет баллотироваться. Это тоже проблема, друзья мои, коллеги. И, на мой взгляд, мы действуем, знаете, вот появилась проблема, мы тушим пожар здесь и сейчас. А это нужно рассматривать стратегии на предстоящий год, 2, 5, 10, чтобы завтра, послезавтра мы не столкнулись с той проблемой, что в депутаты Народного собрания придут люди, я не знаю, которые скажут, а не нужна эта Гагаузия, не нужна эта автономия. Поэтому здесь важный вопрос. Важный вопрос, и что касается вопроса временного проживания и постоянного места проживания. Юриспруденция говорит о тех моментах, что человек прописывается временно на определенный маленький срок. Полгода, год, неважно. А постоянное место проживания определяется тоже законодательством. В этой связи, на мой взгляд, нужно в норму поставить, что человек имеет право избирать и быть избранным, если он показывает постоянное место проживания. Вот тогда мы не столкнемся с той проблемой, что он пришел, проголосовал, а завтра перепрописался обратно в свой населенный пункт. Мы должны избирателям сказать и другое. И примарский корпус должен понимать, если эти избиратели перепрописываются в один населенный пункт, надо показать, что они должны платить налоги за дороги, свет, вода и все остальные расходы, которые касаются этого населенного пункта. Потому что тогда нам нужно будет перекраивать бюджет Гагаузии, показать, что в этом населенном пункте проживает большее количество людей. Соответственно, бюджет этого населенного пункта будет больше. Вот эти процессы, эти вопросы нам надо было обсуждать. Поэтому, коллеги, я поддерживаю данную инициативу. Она важная, к сожалению, немножко запоздалая. Нужно было раньше обсуждать. В этой связи хочу сказать, что нам нужно всем понимать важный момент, что Гагаузия делалась не для одного депутата или не для одного избирателя. Это гордость не только гагаузского народа, автономия, но и всего молдавского народа. Единственная автономия в Молдове,
которая была разрешена мирным путем консенсуса двух народов, молдавского и гагаузского. Поэтому нам надо гордиться. Сегодня был принят бюджет Гагаузии, буквально 2 слова, реплика. Почему я голосовал за этот бюджет? За бездефицитный. Потому что я не хочу, чтобы мои избиратели населенного пункта, жители Гагаузии, платили дополнительные налоги за кредит, который будет взят. Я за то, чтобы мы сегодня людям должны дать возможность, чтобы они лучше зажили, чтобы они почувствовали себя более комфортно проживать в этой Гагаузии, нашей единой Молдове. Мы должны им помогать, мы должны их обеспечить рабочими местами. К сожалению, люди уезжают из Молдовы, уезжают из Гагаузии в поисках лучших мест проживания, лучших работ. Поэтому давайте дадим возможность, чтобы эти люди проживали у себя дома, чтобы они получали достойную заработную плату и могли достойно иметь право избирать и право быть избранным. Спасибо. Спасибо, Георгий Георгиевич, и голосуем. Да, пожалуйста. Добрый день всем. Я, безусловно, поддерживаю данную инициативу, но я хочу задать вопрос. Вот представьте себе, избирательная комиссия, как они смогут определить, когда человек был прописан? Подождите, сейчас выдаются удостоверения личности для всех. Прописки уже штампика нету, выдается удостоверение личности. Может, кто-то из них просто поменял удостоверение? Во временной прописке ставится штампик, не меняется удостоверение личности. А тут вот как раз и происходит что? Человек прописан по своему месту жительства, ему ставят просто штампик, он идет голосует, а потом он остается на своем месте, он говорит, Мавр сделал дело Мавр рукой. Те же 400 человек, которые прописали, нет, Михаил, те же 400 человек, которые прописались, они свободно могут поменять, что ли, стоит удостоверение. То есть никаких проблем. Георгий Георгиевич, если прописка временная, менять не надо. Просто сегодня спросил. очень легко подтвердить, когда ты прописан. И если есть такие изменения, чтобы можно было место права собственности, справку с примарией, это не проблема, то или справку с примарией можно добавить. Пожалуйста, Георгий Георгиевич, голосуй. Коллеги, я тоже поддержу эту инициативу, мы давно об этом говорили. И, кстати, ценз оседлости, касающийся как избирателей, так и лиц избираемых, определен и международными стандартами в области выборов. Поэтому тут ничего нового мы не придумываем. Но, тем не менее, такого рода формулировка мне тоже не нравится. Я об этом высказался сразу же, что собственники недвижимости. У нас 10-15% населения не имеет своей недвижимости, проживают на съемных квартирах и так далее. Соответственно, возникнут очень много вопросов и может иметь место массовое нарушение избирателей в этой части. Вот примары тоже кивают головой, потому что это факт. Во всем мире руководствуются одним принципом, предоставляя право избирать. Это право формирования бюджета. Платишь налоги местные, вот то, о чем говорил Сергей Константинович. Иначе имеешь право и управлять этими деньгами через своих представительных органов, советников, примаров, депутатов и так далее. Вот этот принцип и был заложен. Я несколько раз об этом говорил, и в принятии этого закона тоже об этом говорил. Я председательствовал комиссии, которая занималась подготовкой этого кодекса, но, к сожалению, не был услышан. И второй момент. Практика показала, что наше демократическое отношение к лицам, которых выбирают в части ценза оседлости, мы сняли этот ценз оседлости. Ранее законодательство предполагало необходимость проживания лица, выбираемого в этом населенном пункте, и обязательно в Гагаузии. Мы убрали полностью. Но вы знаете, что мы столкнулись с тем, что наши депутаты или кандидаты в депутаты, проживающие далеко за пределами Гагаузии и Молдовы, стали быстро регистрироваться и при наличии финансовой поддержки, значительной финансовой поддержки, становились таковыми. Это факт, это тоже общеизвестный факт. В этой связи я предлагаю одновременно дополнить и 12-ю статью этого кодекса, коим определить, что правом быть избранным обладают граждане, проживающие на территории Гагаузии. Мы не будем говорить о том, что в этом населенном пункте или в другом населенном пункте, не ограничивая
которые проживали не менее 3 или 5 лет. Подчеркиваю, это также вытекает из международных стандартов о выборах. Если согласны, коллеги, я говорю, что чтобы вот эта формулировка и 12-ю статью была тоже включена. Именно на проживающих на территории Гагаузии. Георгий Георгиевич, я предлагаю сейчас не заходить никуда. Если мы начнем сейчас много предложений, я прошу эту инициативу вот в этом варианте, как есть. Единственное, вот как предложили, по месту права собственности, либо справку с примарии сделать. Все. И не давать больше повода для того, чтобы этот закон не подписали или к чему-то шли. Поэтому, если никаких проблем, дальше выйдет инициатива, пойдем дальше. В следующем будет еще один закон, там можем добавить. Пожалуйста. Добрый день, уважаемые коллеги, исполнительный комитет, Депримарский корпус. Я хочу повторить, почему мы не хотим сейчас, об этом очень много говорилось, и Сергей Космич тоже выступил. Георгий Георгиевич, все мы об этом говорили неоднократно, у нас у всех на памяти свежая ситуация в Ферапонтовке, когда человек приехал, совершенно чужой, и был избран. Все мы знаем, каким образом. На этих выборах может то же самое повториться. Какие проблемы, чтобы мы включили этот пункт, и сейчас, то есть пользуясь моментом, что мы вносим изменения, чтобы внести это изменение тоже. Предлагаю в следующем законе, в следующем вопросе. В следующем вопросе его включим. Вот в следующем вопросе предложим его и там включим. Это тоже избирательный кодекс. Хорошо? Уважаемые коллеги, пожалуйста. Я предлагаю, как он есть по нашим, как мы авторы. А в следующем, пожалуйста. Уважаемые коллеги, не хотелось бы повториться, но на самом деле, как было и в прошлый раз сказано, это не проблема Буджака, а на самом деле все намного глубже, это вопрос Гагаузии. Поэтому задумайтесь над этим, в первую очередь. И второе, я хочу сказать, Георгий Георгиевич сказал правильные вещи, намекнул по поводу права собственности. Действительно, на самом деле у нас очень большой процент, здесь примары находятся в заседании, они могут сказать конкретно по населенным пунктам, у нас очень много людей, которые реально не имеют своей собственности, жилья. То есть я считаю, что вот это слово вообще надо убрать с этой редакции, чтобы не было потом кривотолков. Эти люди просто, получается, окажутся за бортом. Какие именно? Вы предлагаете здесь обязательно собственники недвижимости. Либо справка с примарии, мы добавим, либо справка с примарии. Хорошо, что да, справка с примарии, если человек... Они за бортом не остаются, Георгий, они голосуют по предыдущей прописке, никто их не ограничивает в праве голосовать. Если он был в Кирсове, он проголосует в Кирсове. Если он был в Бешалме, он проголосует в Бешалме. Это одномандатная округа. У нас Камра делится на 4 округа. Человек в Туганецке не может голосовать на потом вопросов, убрать это слово. Я предлагаю оставить, как есть законодательная инициатива, она получила все заключения, просто добавить через запятую или справка с примарии. Все. Кто за, прошу проголосовать. Кто за? 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 18. Единогласно. Кто против? Единогласно, спасибо. В статью 9 внесены изменения. Это первое чтение. Во втором чтении кто за? Кто против? Воздержались на сразу двух чтениях. И за закон в целом, это получается, во втором чтении. Большое спасибо, уважаемые коллеги. Я уверен и надеюсь, что законопроект будет подписан. 25 человек было проголосовано за, и мы не будем превращать в шоу наши выборы Народного собрания. Спасибо, Петр Иванович. Переходим к третьему вопросу. Докладывает тоже Петр Иванович. Это инициатива Александра Григорьевича Тарнавского о внесении изменений тоже в закон ТО Гагаузии, в избирательный кодекс. Он идет отдельным вопросом, что он идет актуализированный вариант. Поэтому мы его включили отдельным вопросом. Вот здесь, пожалуйста, Николай Иванович, можем включить вот эти изменения, которые вы. Потому что это отдельный документ будет. Уважаемые коллеги, пожалуйста. Есть еще одна законодательная инициатива господина Тарнавского. Внесение изменений и дополнений. Этот же избирательный кодекс 2015 года. Я думаю, он аргументирует свое видение в этих вопросах. И потом зачитаю те изменения, которые предлагаются. Александр Григорьевич. Да, Петр Иванович, спасибо. Значит, уважаемые коллеги, небольшой экскурс в эту законодательную инициативу по истории. Она была инициирована в марте 2018 года. Да, это чтобы отмести разговоры о том, что это делается в предвыборный период. Значит, дождались положительных заключений от исполнительного комитета, управления юстиции, юридической комиссии. Только после этого было внесено только те изменения, которые были согласованы всеми этими
структурами. Почему эта инициатива появилась? Я буду говорить про муниципий. Значит, в прошлом году, в прошлые выборы при 23 тысячах жителей в Камрате, а по последней переписи 20 тысяч населения Камрата, у нас количество избирателей было 25 тысяч. То есть, получается, у нас не просто нет детей с года до 18, у нас избирателей вообще больше, чем жителей Гагаузии, в нашем конкретном населенном пункте. Я знаю, что такая ситуация аналогичная была и в других городах Гагаузии. И этой инициативы бы не было, если бы у нас такое количество избирателей было, которое намного больше, чем действительно есть избиратели в каждом населенном пункте. Эта норма синхронна с нормой, действующей по выборам в парламент. Значит, если говорить не юридическим, а простым языком, выборы в народное собрание. В любом случае, первый раз должны выйти не менее 1/3 избирателей. В любом случае должны поддержать, если с первого тура человек набрал более 50%, он становится депутатом, но явка должна быть выше 1/3. Если два кандидата вышли во второй тур, то явка должна быть в любом случае 1/3, а вот если не будет явки в 1/3 избирателей, то повторные выборы уже проводятся вне зависимости от количества избирателей, которые придут к избирательным урнам. Это не только общемировая, общеевропейская тенденция, но я еще раз повторяю, это действует и в нас в республике. Молдова это в том числе экономит бюджетные средства для того, чтобы не тратились на проведение выборов. И напомню, что один из наших коллег, который в прошлый раз набрал более 80% избирателей, так и не стал депутатом Народного собрания, только из-за этой нормы, что на повторных выборах нужно тоже 1/3 избирателей. Поэтому, уважаемые коллеги, прошу поддержать эту законодательную инициативу и поставить ее на голосование. Пожалуйста, Николай Иванович, вот ваши предложения. И по отдельности голосовать. Да, Сергей Александр, у меня вопросик. Это касается не только второго тура, но и первого тоже. Хорошо, первый тур, если не было 1/3, то повторные выборы по первому туру тоже 1/3 до тех пор, пока не наберутся, потом повторно хоть 3 раза, да? Николай, смотрите, какая ситуация. Первый тур, проходят выборы в Народное собрание, да? Нет, Народное собрание. Мы говорим сейчас про Народное собрание. Проходят выборы, выборы считаются состоявшимися, если пришла 1/3 избирателей. Если они признаются несостоявшимися, то есть не пришла 1/3 избирателей, проводятся повторные выборы. Если мы проголосуем сейчас за то, что я предложил, то на повторных выборах уже не нужна 1/3 избирателей и не нужно тратить бюджетные средства. Я это понял, но я так понял, что это касалось тех, кто, то есть второго тура, имеется в виду, вышли во второй тур, то есть обоих, да, и первого, и второго тура. Все, спасибо. И тогда второй вопрос, как вы смотрите на то, что если мы включим вашу законодательную инициативу, чтобы не было у нас впредь таких ситуаций, как в Ферапонтике было в 2016 году, что может совершенно чужой человек, как говорили, с чемоданом денег прийти, хоть Михаил Гимпу, может прийти и пройти народное собрание, чтобы мы все-таки барьер хотя бы 3 или лучше 5-летний, чтобы включили, чтобы и не прикрепляясь конкретно к населенному пункту, не говоря, что именно мы, ладно, от этого уходим, но чтобы в Гагаузии проживал человек не менее, лучше 5 лет. Разрешите, я прокомментирую. У меня будет личная просьба, несмотря на то, что я поддерживаю то, что вы говорите, любое включение дополнительных пунктов в эту законодательную инициативу, возможно, приведет к тому, что она не будет промульгирована Башканом. Вот эти изменения, которые предложены сейчас в этой редакции, в актуализированной редакции, это только то, что согласовано и Управлением юстиции, и исполнительным комитетом, и нашим юридическим управлением, и всеми субъектами права. Любое дополнение, я не знаю, может и не вызовет неприятие со стороны главы Гагаузии, а может и примет. Я вас прошу. Это тот случай, когда кашу маслом спортишь, понимаете? Александр Григорьевич, но в любом случае заключение нужно будет. Без заключения... Вопрос, уважаемые коллеги, этот вопрос же не спорный, он ни у кого не вызывает вопросов. В этом, я думаю, что консенсус будет и с Башканом, не будет противодействия. Это необходимо в Гагаузии. Потому что этим, Александр Григорьевич, этим очень сильно возмущались люди, жители, наши избиратели, не только в Чедурмуге, везде. Тогда вы же помните, сколько копий это ломалось. Это необходимо, я думаю, что и Башкан это понимает, и она поддержит. Да, коллеги,
Не совсем согласен с Александром Григорьевичем о необходимости получения заключения. Это право депутатов вносить коррективы. В противном случае, каждый раз, если бы мы вносили бы какие-то изменения на те или иные предложения, ждали бы заключения, ни один нормативный акт не приняли бы. Противоречий нету. Если есть консенсус, я думаю, и Башкан тоже подпишет этот закон. Я не думаю, что у Башкана было иное мнение насчет вот этой позиции. Единственный вопрос, это речь может идти только о сроке оседлости. То ли это 3 года, то ли это 5 лет. Давайте 3 года, чтобы не было никаких иного рода возражений, чтобы какой-то компромиссный такой вариант. Но это в интересах автономии, я подчеркиваю, это вытекает в том числе из международных стандартов о выборах, проводимых на местном уровне, на региональном уровне и касающихся национальных меньшинств. В остальной части республики подобного рода требования закона некорректны и неприемлемы. Касательно Гагаузии это возможно. Спасибо. Поэтому, если вы согласны будете, пожалуйста. Уважаемые коллеги, автор не согласен с этим и предлагается это проголосовать как предложение отдельно сперва, а потом уже за инициативу в целом. Сергей Васильевич, вы что, пожалуйста, Игорь. Не, он сказал в 12, кстати, да, Георгий Георгиевич? Он сказал. Пожалуйста, Сергей Васильевич. Уважаемые коллеги, важный вопрос, который сегодня обсуждается, это по поводу выхода. Значит, считать выборы состоявшимися или состоявшимися. Да, инициатива выдвинута депутатам по поводу того, что второй тур не считать выход 1/3, не брать за норму, подвергаться логике. И данная норма имеется как в национальном законодательстве, так и в международном законодательстве. Я соглашусь и поддержу эту идею, но мы опять смотрим, опять же, точечно. Дело в том, что Центральная избирательная комиссия Гагаузии и Народное собрание должны наконец-то предусмотреть в кодексе, избирательном кодексе Гагаузии следующую норму о том, что, ну давайте, если люди, избиратели не выходят на выборы, это с чем-то связано? Первое, они не хотят этих депутатов или этих кандидатов за них голосовать. Соответственно, они могут образно бойкотировать эти выборы. Они не согласны с этими кандидатами. Какой выход? Необходимо предусмотреть следующую норму, чтобы в бюллетене для голосования была вписана строка «против всех». Тогда возникнет вопрос, что если эти люди выходят, мы должны добиться, чтобы они вышли. И они показывают, что этих кандидатов они не хотят. Они обладают недостойной репутацией, они не обладают авторитетом, они не жители Гагаузии, они не платят налоги в этом избирательном округе. Соответственно, против всех голосуют, на следующее голосование эти фамилии не выносятся. Вот что нужно было Центральной избирательной комиссии выйти с инициативой сюда, в Народное собрание, представительный орган Гагаузии, для того, чтобы мы внесли в избирательный кодекс Гагаузии. Это важно, чтобы мы показали, для чего мы тратим бюджетные деньги. Коллеги, мы организуем выборы. Сейчас идет информация. Значит, 4 апреля будут новые выборы. Информация, кто-то будет баллотироваться из примарского корпуса, в течение месяца проголосуют за председателя Народного собрания, а потом обратно уйдут в примары. Тогда мы должны организовать новые выборы. Опять тратить на это деньги? Неужели такая Гагаузия богатая? Неужели у нас так много денег на это тратить на одни выборы, на вторые, на третьи? В этой связи сразу нужно внести в избирательный кодекс статью о несовместимости. Хочешь баллотироваться в депутаты? Откажись от всех должностей. Хочешь баллотироваться в примары? Откажись от всех должностей. Но не с момента избрания и в течение месяца ты должен определить, скажем, несоответствие, а до регистрации. Вот это важно. Вот тогда мы покажем, что мы говорим о том, что данное избранное лицо, должностное лицо будет отвечать всем требованиям. Поэтому давайте мы предусмотрим. Сейчас уже понимаю, поздно. Я инициативу, чтобы во втором туре не было 1/3, поддерживаю, потому что это лишние деньги, это деньги на ветер. И самое главное, деньги наших налогоплательщиков, наших жителей. Если они в первом туре определились
за кого они голосуют. Во второй тур вышли соответствующее количество людей. Соответственно, воля избирателя в большинстве случаев была одобрена. Спасибо. Как никто другой не мог так сказать хорошо, как скажет профессионал юриспруденции. И сейчас на самом деле это не громкие слова, было сказано в самую точку. Сегодня, извините за выражение, некоторые пытаются не на 2 стульях, а на 3 стульях одновременно посидеть. И коллега очень правильно сделал замечание, что если мы принимаем, хотя вот Владимир Михайлович, когда касался его вопроса, очень яро говорил, давайте примем отдельно. Сейчас уже второй вопрос того же закона, но другие изменения. Одну секунду, Владимир Михайлович. Того же закона, здесь Георгий Георгиевич предлагает свои изменения. Здесь коллега сказал, самое важное, что мы должны принять. Видите, сколько я имею свои предложения. Уверен, что каждый из коллег тоже имеет какие-то предложения к этому закону. Но мы, получается, каждое народное заседание будем выходить по одной статье и менять этот закон. Так давайте сядем и конкретно поработаем неделю. Вот коллеги предложили по бюджету, у нас же будет следующая сессия ко второму чтению. И вот ко второму чтению у нас есть время одновременно с бюджетом поработать и над этим законом избирательным. И то, что предложил коллега, я считаю, если не сегодня, то на следующее заседание обязательно надо поставить. Действительно, мы сегодня, Александр Григорьевич всегда говорит красивое слово «оптимизация расходов», что мы не должны тратить бюджетные деньги. Согласен, 2 руками за. Но извините меня, коллега правильно сказал, сегодня мы, являясь, грубо говоря, примаром, идем в депутаты, не прошли там, мы возвращаемся и садимся на свое кресло. И опять же мы тратим бюджетные деньги сделать новые выборы. Либо получается как, коллеги были избраны депутатами парламента, да, год с лишним, у нас по закону есть сроки, когда можем делать по этому округу опять выборы, а когда не можем. Но получается, часто мы сталкиваемся с тем, что люди этого округа постоянно обращаются с проблемами. Разные заявления. Получается, округ ущемлен. На президиуме одно, когда президиум принимает решение, не зная этих людей округа, а тогда, когда тот избранный депутат от этого округа принимает решение, кто более болеет, кому нужно больше финансовых средств. И здесь коллега правильно сказал, если мы говорим об оптимизации, давайте будем честны, сядем, у нас есть 15 дней срок ко второму чтению. Поставьте, пожалуйста, следующий вопрос. Закон о избирательном кодексе. Каждый вносит свои предложения за это время. Садимся, опять собираем комиссию расширенную. Уважаемые примары, пусть придут. У них, я уверен, что кучу своих предложений к тому же избирательному кодексу будут. И мы нормально обсудим. А сейчас я предлагаю даже просто не голосовать за это, не обидеть никого, а вот ко второму чтению бюджета выйти с этими со всеми предложениями. Значит, уважаемые коллеги, с марта 2018 года вопрос юридической комиссии. Член юридической комиссии говорит сегодня о поправках, которые необходимы. Эти поправки никто не давал. 3 месяца назад мы из 17 голосующих 15 проголосовали за, 2 воздержались, по своим причинам. Никто опять не представил никаких поправок. Сейчас расширенная комиссия. Как считаете нужным, так и голосуйте. Ставьте, пожалуйста, на голосование. Уважаемые коллеги, мы сейчас грязной водой выкинем ребеночка, снимаем наши предложения, принимаем предложения, Да, как? и на следующем заседании. Пожалуйста. Да, мы представим уже. Все. Спасибо. Уважаемые депутаты, я считаю, что надо поддержать. Единственное, что мне немножко непонятно было, почему в кодекс мы одну поправку принимаем отдельно, вторую отдельно. Вероятнее всего, Башкан эту поправку не подпишет под любым соусом. Скорее всего, я так предполагаю. В части предложений коллеги дают нормальное предложение, но в любом случае нам нужно придерживаться общепринятых норм законодательных, которые у нас действуют в республике, потому что мы не можем отдельно рассматривать, отличаться от республики. И в том числе по примарам они выбираются по республиканскому законодательству, а не по местному. К сожалению, мы, в принципе, только дублируем.
Есть норма, вы правильно коснулись, но мы не работали, надо признаться, по кодексу есть вопросы. Я хочу сказать, что еще один момент, но я его не даю как в виде предложения, просто хочу озвучить для будущих депутатов, что есть принципиальная норма, которая отсутствует в нашем кодексе. В республиканском кодексе на выборах в избирательное бюро работают представители конкурентов, то есть от партий. Наши представители-конкуренты не участвуют, это минус очень большой. Вот на будущее очень правильно было бы, чтобы там на местах были представители в избирательных бюро. Но сейчас я не предлагаю, чтобы, знаете как, чтобы не загнать инициативу хорошую. Раз инициатива представлена давно, считаю, что надо его поддержать в таком виде, как предложил Александр Григорьевич, а дальше уже следующий созыв пусть решает. Владимир Михайлович, маленькое уточнение еще. Александр Григорьевич, говоря о том, что люди не выходят, и мы тратим дополнительные бюджетные деньги на повторные выборы. И, кстати, это не второй тур, вы должны были уточнить, а повторные выборы, когда в первом не вышли. Но давайте тогда самое главное исправим, да, из-за чего у нас постоянные баталии идут. Депутатов выбираем одни списки, примаров выбираем одни списки, парламент другие списки, Башкана другие, постоянно на этом не один месяц баталии устраиваем. Так давайте как раз в этом и примем все уточнения, сделаем один список, примары, все органы, которые за это отвечают, сделаем один список и по нему одному будем проводить все выборы, чтобы не было вот таких казусов и нюансов, и мы не придется даже такие изменения делать. Самая важная проблема всегда была списки, да, то есть у нас всегда получалось, когда кому-то нужно, мы либо списки раздуваем, либо уменьшаем в чьих-то интересах. Так давайте поработаем над этим. Значит, Григорий Иванович, мы с вами в 5 шагах друг от друга работаем, да, в кабинетах, получаем зарплату, но тут на народном собрании разговариваем, а что нужно сделать. Кто это мы? Мы это и вы, и я, и все остальные, которые могут эти поправки вносить, которые поправки эти могут вносить. Согласно избирательного кодекса, есть у нашего Гагаузского, регистр избирателей должен быть. Другое дело, что ЦИК его не сделал. Над этим надо работать. Вот сегодня будем выбирать коллег. И действительно должен быть один регистр избирателей для всех. Поэтому, уважаемые коллеги, поставьте на голосование и будем честными. Кто не хочет поддерживать, это ваше право. И не надо какие-то мысли другие. Да, пожалуйста, и на голосование. Я просто хочу предупредить. Уважаемые коллеги, это то, что мы предложили. Это больше всего касается, не больше, наверное, касается только маленьких сел. В городах, где большие округа, там от 4 до 5 тысяч избирателей, туда трудно будет кому-то залезть постороннему. Но в маленьких селах это будет сделать легко. Поэтому в этом, в первую очередь, должны быть заинтересованы люди, проживающие в маленьких селах, для того, чтобы мы включили эту поправку тоже об цензе. Понимаете? Это проблема больше. Уважаемые коллеги, ставлю, пожалуйста, Петр Иванович, и голосуем уже. Ставь же на голосование. Добрый день, уважаемые коллеги. Я думаю, что уменьшить ценз явки, это мы что, хотим любыми путями на том округе выбрать депутата? Я думаю, что мы должны этот закон таким же образом, должна быть явка 1/3. Спасибо. Я хотел пару слов по поводу принятого бюджета, просто мне не дали сказать. Вот мы проголосовали большинством за бездефицитный бюджет. Я попросил бы и Сергея Афанасьевича, и Сергея Константиновича, коль по запросам, Сергей Константинович, к вам стекаются все ваши запросы, конкретизируйте, пожалуйста, от чего мы должны отказаться в части 143 миллионов, конкретно, по всей сумме. А то мы получили выборочно, сказали, там то садики, то это самое. Давайте проголосуем после... Да? Владимир Михайлович. Уважаемые коллеги, предлагается в статью 1 изменения. Кто за, прошу проголосовать. В редакции, как у вас у всех есть, предложенной редакции, на которой есть и заключение. Кто за, прошу проголосовать. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 21. Кто против? Я посчитал, да. 1 воздержался. Остальные не участвовали. Спасибо. Переходим. Спасибо, Петр Иванович. Вопрос прошел.
Спасибо. Переходим к следующему вопросу. О проекте постановления... Петр Иванович, вы так и оставите. Подождите. Да, я знаю. Да. О проекте постановления Народного собрания о утверждении персонального состава Центральной избирательной комиссии. Вы знаете, что мы проголосовали путем рейтингового голосования за представителей Народного собрания Гагаузии. Петр Иванович, вам слово, пожалуйста. Значит, из 9 членов мы проголосовали за представителей от Народного собрания. У нас остались еще 6, по 3 представителя от судебных инстанций и от исполнительного комитета. Но у меня, господин председатель, к вам вопрос. С чем это было связано, что обратились не вы, а ваш заместитель, судебные органы, о обновлении списка от судебных инстанций? Это первое. И второе. Я не вижу отзыва старых фамилий. Я думаю, что любой депутат мог обратиться. Нет, я спрашиваю, я криминала, Я криминала не вижу, но Все, я не отправлял. Чем это было мотивировано, не отозвав старые фамилии, обновили на следующие 3 новые фамилии. Вот я хотел бы... Петр Иванович, а вас не смущало, что тогда во время выборов после 9 часов работали избирательные округа? И это делала старая комиссия, делал господин Камур, который, я говорю, он сфальсифицировал выборы Башкана. Я думаю, что... Нас не было. Как не было квалификации? В 9 часов должны были закрыться избирательные участки. Почему? Стоп. Уважаемые коллеги. Есть участки, Сергей Афанасьевич, которых на 9 часов было 300 человек. В 9:15 у них появилось Сергей Афанасьевич, 1300. давайте мы будем говорить конкретно Сергей по Афанасьевич, циклу. не надо из раза в раз неправду говорить. Если мы сейчас Вот перейдем... смотришь лицо и неправду говорит. Неправда было, что в Кому во 9 всех бедах виноват? Неправда было, что в 9 не закрыли избирательные участки. Это неправда было. Уважаемые коллеги, я предлагаю, пожалуйста, Георгий Иванович, давайте корректно, без оскорблений. Это все коллеги наши, и когда мы начинаем друг друга оскорблять, мы тоже опускаемся ниже депутатской этики. Пожалуйста, Георгий. Владимир Михайлович, так же, как уважаемый Аксакал, хочу услышать ответ. Вы сказали, любой депутат может, но вроде бы по закону у нас есть действующий председатель Народного собрания, который первоначально направил письмо в суды. Не перебивать, пожалуйста. А потом непонятно по какой причине. Я хочу просто для себя понять, чтобы знать, как сегодня поднимать руку за состав ЦК. Да? Я лично, для себя лично не понял. Первоначально вы дали запрос, вам дали список от суда. Были одни фамилии, сегодня появились другие фамилии. Я вижу, письмо пришло не в адрес председателя Народного собрания, хотя вы вроде бы были на работе, не были ни в командировке, ни на больничном. Пришло на имя заместителя. Спросив вас, вы говорите, что может любой депутат, но сегодня вы как председатель избранный. Из депутатов, который несет, да, и имеет определенные обязанности и так далее. Одну секунду. Я хочу для себя, если кто-то сможет ответить на этот вопрос, объясните мне, пожалуйста. Здесь уважаемый коллега кричит про все остальное. Что произошло? Вот суд сегодня дал списки одни фамилии, через день другой, ветер подул в другую сторону и появились другие списки. Не отозвал, я не видел этого документа. Я хочу просто понять логику, откуда вообще произошло вот такое резкое изменение без каких-либо объяснений. Смотрите, когда первоначально выдвигался вопрос, когда мы своих кандидатур от Народного собрания, я не докончил, когда своих кандидатур от Народного собрания были обсуждения, я слышал такие моменты, некоторые коллеги были не согласны там с составом исполкома, составом судейской коллегии. Сегодня ситуация в одночасье поменялась. Я лично не увидел, мне никто не объяснил причину, да. А если взять уже пройтись, да, по списку, к примеру, я могу взять там одну из кандидатур, который, извините за меня, за предыдущую одну избирательную комиссию был скомпрометирован, были скандалы с ним. Его сегодня суд предлагает поставить членом избирательной комиссии.
Подождите, я что-то логику не понимаю. То есть эти трое, они дали сперва списки, были нормальные, или там кто-то с чем-то не был согласен, а здесь дают новый список, и люди, которые были определенные скандалы, были чуть ли не уголовные дела, не давали окончательные бумаги тому же ЦИКу. То есть я хочу понять ответ. И в CV указано партийные, непартийные. Я не знаю, кто должен вообще это проверять. Может, юристы подскажут. Кто-то проверял, состоят ли эти лица в партиях каких-то. Может, кто-то ответить мне? Спасибо, Георгий Иванович. Я хочу прокомментировать по тому, что поменяли. Владимир Михайлович, тут есть вот на молдавском языке написано, что отзывают тех, вот пускай... Уважаемые коллеги, я хочу прокомментировать, как это была ситуация. 22 декабря истекал мандат действующего ЦИКа. Я обратился своевременно и в судебные инстанции, и в исполнительный комитет, то, что действующий ЦИК у нас заканчивается полномочия, для того, чтобы представили кандидатуры. Было представлено 3 кандидатуры от судебной инстанции, 3 кандидатуры от исполнительного комитета. 3 кандидатуры мы с вами здесь выбрали от Народного собрания путем рейтингового голосования, потому что мы имеем право их обсуждать. Кандидатуры судебных инстанций и исполкома мы не должны обсуждать, мы должны ставить на голосование постановление сразу за 9 человек. Когда я поставил на голосование все 9 человек, мне набрало количество голосов. Затем на президиуме этот вопрос поднимался, где надо было обязательно обратиться, чтобы дали новых лиц, либо CV. Я тогда сказал, я на президиуме не видел голосования, я говорю, за CV без проблем я отправляю. На что тогда сказали, тогда отправляем, пускай, но же оно не набрало количество голосов. Никаких проблем, говорю, не набрало, все голосовали за это. Григорий Иванович, на сегодняшний день от судов есть другие кандидатуры. Я не могу комментировать решение судов. Есть 3 кандидатуры другие, и поэтому у нас сегодня не обсуждается. Мы должны проголосовать за 9, вот у нас есть постановление о подтверждении персонального состава. Либо мы его утверждаем, либо мы его не утверждаем, но мы его не обсуждаем. И мы уже очень много переходим к обсуждению. Я предлагаю проголосовать, утвердить следующий персональный состав. Это представитель Народного собрания, исполнительного комитета судебных инстанций. Сергей Алексеевич, пожалуйста. Уважаемые депутаты, я понимаю, что есть желание, там нравится, не нравится, сорвать, не сорвать. Хочу ответить на ваши вопросы. В частности, почему судебная инстанция предложила других людей. Вам хочу напомнить, что мы кандидатуру отклонили здесь, в этом зале. Представители исполкома и представители судебной инстанции мы отклонили, поскольку значит, не обладали информацией, мы видели, что судебная инстанция их не рассмотрела. Прочтите внимательно кодекс. Какие требования там в части представления кандидатур. Да, мы понимаем, что кодекс был принят в 2015 году, и там четко прописано, что районные суды Чедрлунги, Вулканешт и Камрад должны в своих собраниях представить своих представителей от судебной инстанции. Но реформа была, это мы должны были внести изменения в эту норму. Мы должны были у себя внести, не сделали. Но, тем не менее, районные суды, суд Камрад, туда включает филиал Вулканешта и Чедрлунга. То есть первая инстанция суды, они остались те же. И когда мы отклонили, это уже вопросы были, председатель сказал, почему не приняли постановление, как обычно, что мы должны сделать. И на президиуме я присутствовал. Я настоял, это была моя инициатива о том, чтобы направили соответствующим образом в судебную инстанцию обращение, неважно, кто подписал, председатель или заместитель, чтобы они направили представителей на соответствие требованиям кодекса. Мы их сейчас получили. Что мы можем их, помимо, если есть вопросы по кандидатам, если они не соответствуют по своим участвуют там в партии, состоят и так далее, то мы только в этом случае можем не голосовать. Вот ответ на ваш вопрос. Теперь в части предложения, что предложил председатель. Мы утвердили 3 представителей от Народного собрания. Да, в общем постановлении мы потом можем проголосовать, это не проблема, но мы за них уже проголосовали. Мы должны сейчас проголосовать за представителей исполкома, 3, и отдельно проголосовать за представителей, значит, которых представила судебная инстанция.
Чтобы повторно не уходить по этому вопросу, я хочу сказать свое замечание по части представителей стороны исполкома. У меня есть претензии, вопросы к одному человеку, господину Деревенко, Виталию Деревенко, который здесь присутствует. Ничего личного нет. Я вам все обосную, почему я против, чтобы этот человек был представителем Центральной избирательной комиссии. Виталий Павлович Деревенко является у нас начальником управления юстиции несколько лет. Я сейчас не буду впадать, там, что было 2-3 года назад, но хочу напомнить буквально то, что свежо в памяти некоторые моменты, что он, как начальник управления юстиции, обязан был придерживаться четко закона. Вот у меня в руках, напоминаю вам, 28 апреля 2020 года на заседании он предложил, помните все, когда исполнительный комитет предлагал, значит, рассчитывал выделить 35 миллионов. Якобы для борьбы с ковидом. И господин Деревенко предложил, он дал, я даже, в принципе, у нас реплика была во время заседания о том, чтобы приостановить некоторые наши законодательные акты. То есть, как начальник управления юстиции, он мог такое заявить, при том, что депутат Народного собрания не обладает такими полномочиями. Второе. Впоследствии 24 миллиона утверждали. Он применяет следующую норму обходную. Отступить от тех или иных норм законов, то есть исключить те или иные требования. Дальше идем. Возвращаясь к первому вопросу, что мы сегодня рассматривали, вопрос бюджета. Если бы господин Деревенко, как начальник управления юстиции, четко придерживался бы закона, то у нас 1,5 месяца этого раздрая не было бы. Он заявил бы там на исполкоме, что, уважаемая госпожа Башкан, мы не можем, я не могу дать заключение положительное по данному бюджету, потому что есть противоречие закону. Мы не можем принять бюджет с дефицитом. Нам основной закон уложения запрещает принимать закон о бюджете, который влечет увеличение расходов без подтвержденных источников дохода. Если бы он это заключение все это указал бы, у нас не было бы вот этих разбирательств. Мы бы забыли бы давным-давно, что приняли бюджет. Поэтому вот даже исходя из этих моментов, что я обозначил, прослеживается некая логическая цепочка. Я сейчас не говорю о его компетентности или профессионализме, боже упаси. Я лишь говорю о том, что очень серьезное подозрение на то, что он рассматривает не в интересах закона, а в каких-то других интересах. Поэтому нам сегодня вообще уместно было бы по отношению к этому человеку ставить вопрос об целесообразности его нахождения на должности председателя начальника управления юстиции. И дальше его переназначать в ЦИК, считаю, что неуместно, поэтому я не буду голосовать за представителя ЦИК, представителя исполкома, за господина Деревенко, и пусть исполнительный комитет предложит другую кандидатуру. По остальным двоим, которые предложил исполком, у меня вопросов нет. Поэтому прошу поставить на голосование 3 от исполкома. Я предлагаю, кто меня поддержит, Деревенко исключить. Уважаемые коллеги, пожалуйста, юридическое управление, прокомментируйте, но, насколько я знаю, утверждается все 9. Либо они проходят, либо они не проходят. Мы не можем, у нас и постановление так подготовлен проект. Да, статья 16 кодекса регламентирует, что персональный состав, то есть весь состав Центральной избирательной комиссии утверждается постановлением Народного собрания большинством голосов избранных депутатов. Предложенные судебными инстанциями главой ГБУЗИ и исполком кандидатуры в состав ЦИК они могут быть отклонены при условии соблюдения требований кодекса. То есть право ваше не голосовать. Чтобы не давать повод для обжалования, уважаемые коллеги, я предлагаю поставить на голосование постановление. Владимир Николаевич, вы ставите сейчас от исполкома. Нет, я ставлю 9 человек на голосование, согласно закону. Нет, вы неправильно делаете. Народная, пожалуйста. Уважаемые коллеги, как раз услышал то, что хотел услышать, чтобы не повторяться, да, как раз на предыдущих заседаниях, когда не смогли принять, да, состав ЦИКа, коллега сейчас сказал, есть определенные, Владимир Михайлович, есть определенные претензии к определенным лицам в составе предложенных от исполкома, либо от судебных инстанций, может быть, даже есть претензия, может быть, и нашим предложенным от Народного собрания, пока, правда, никто не озвучил. Но на протяжении всех 4 лет всегда я слышу от коллег и уважаю людей, которые говорят всегда, давайте все по букве закона, да. Сегодня коллега высказал свои предположения, с чем он не согласен по определенному кандидату, да. Но сегодня взять то, что я начал говорить по суду, да,
Есть люди, которые скомпрометировали себя в первую очередь. Люди находятся в партии, это уже нарушение закона. Сегодня я предлагаю коллегам, я лично не буду голосовать за этот состав. Я не хочу сегодня нарушать закон и прошу коллег тоже не водиться на это и тоже не нарушать закон, учитывая, что некоторые кандидаты не соответствуют требованиям закона. И обидно слышать, что хотелось бы, чтобы некоторые коллеги были честны. То есть, когда был другой состав, предложенный от суда, и сегодня какими-то определенными, извините, своими непонятными методами заставили и включили туда списки тех людей, которых вы хотите там видеть, сегодня мы готовы голосовать за ЦИК. Ну не абсурд ли это? Давайте будем честны или скажите, как вы заставили определенные органы поменять этот состав. Пожалуйста. У меня тоже возникает вопрос, каким образом от судебных инстанций попали именно кандидатуры. У меня свежо в памяти в отношении господина Янаки, нашего коллеги, когда, будем говорить, шел захват ГРТ, вы участвовали в этом, и я не могу голосовать за такую кандидатуру, как Янак, и призываю, конечно, не поддерживать эту кандидатуру, которая, я уже повторяюсь, которая занималась захватом телевидения ГРТ в свое время. Выборы на что нам надо ЦИК принимать. Есть закон, и никто не внес изменения. Владимир Либо мы Михайлович, голосуем ничто нам за не день. мешает на следующем заседании Народного собрания, где мы будем также принимать во втором чтении бюджет и новый состав ЦИКа, учитывая, что коллега предложил, что не согласен с другими кандидатурами. Значит, спасибо, уважаемые коллеги. И, пожалуйста, уважаемый Есть председатель, не закон. вводите заблуждение о общественности, что от чего-то могут перенестись наши выборы, назначенные на 4 апреля. Здесь У нас никак не есть будет. время, мы вполне можем до конца этого месяца, учитывая, что мы будем во втором чтении Без бюджета проблем. обсуждать, мы можем и состав ЦИКа, и не будет никаких проблем. Не вводите людей в заблуждение. Уважаемые коллеги, есть закон, закон нарушать никто не будет. По процедуре я зачитываю 9 фамилий. Владимир Голосуйте, хорошо. Не голосуйте, значит, мы отправляем назад, пускай дают другие кандидатуры. Владимир Но мы Михайлович, голосуем за ответили. 9. И Владимир Михайлович. нет, мы в прошлый раз точно так же проголосовали. И направили, опять вы направили и в исполнительный комитет, и у нас гласит закон так. Надо было менять изменения. Владимир делать. Михайлович, Владимир Илья Михайлович, пожалуйста. Владимир Михайлович, сейчас- одно маленькое уточнение. Вы не ответили, кто должен Поставьте. проверять, состоят в партиях, не Так я состоят. что и говорю. Мы по одному CV не можем судить, да? Но есть как бы информация, владеют Владимир многие, что Михайлович. определенные лица состоят в каких-то партиях. поставьте Это на уже не голосование разрешается состав по закону. членов комиссии Владимир от Михайлович. исполкома. А если у нас дебаты идут по судебных инстанциям, это другое дело. Но мы сегодня должны голосовать за членов от исполнительного комитета. Владимир Михайлович, Пожалуйста. реплику одну моим коллегам, это будет 1 минута. Я бы хотел бы сказать некоторым депутатам здесь. Вот они сейчас говорят о некоторых депутатах, которые имеют партийную принадлежность и так далее, и так далее. Я хочу вам сказать, уважаемые коллеги, а вы что, забыли, что у нас был один представитель Демпартии в Народном собрании, когда мы избирались? И вы все почти все проголосовали за него. Как такое могло быть? Вы об этом забыли. Второе, Георгий Иванович, хочу вам сказать лично. Вы говорите, что вы не любите нарушать закон. Тогда я вам скажу по-другому. Когда вы голосовали за председателя Александра Григорьевича, если вы читаете наше уложение, там четко написано, человек должен знать гагаузский язык. Илья Семенович. Дайте я закончу, уважаемый председатель. Так вот, я не против Александра Григорьевича говорю, я говорю Георгию Ивановичу. Почему вы, согласно нашему уложению, проголосовали за? Поэтому я вас прошу, давайте не делать полемику, а давайте то, что говорит председатель. Голосуем, кто выражает свою точку зрения, да, нет. Все, идем по повестке. Спасибо. Уважаемые коллеги, у вас у всех есть проект постановления. Юридическое управление прокомментировало. Я предлагаю на основании части 3 статьи 16 Избирательного кодекса от 31 июля 2015 года принять постановление и утвердить следующий персональный состав Центральной избирательной комиссии. От Народного собрания: Коваленко Яна Викторовна, Мавради Попазова Олеся Дмитриевна, Кихаёгла Алина Валерьевна. От исполнительного комитета: Деревенко Виталий Павлович, Гюмишлю Елена Николаевна, Дели Валентина Петровна. От судебных инстанций:
Кривой Олег Игоревич, Янак Игорь Владимирович, Крайтор Игорь Михайлович. Уважаемые коллеги, кто за, прошу проголосовать. Подождите. Кто за, прошу проголосовать. Не надо нарушать закон. Вы нарушаете. Я не нарушаю закон. Кто за, прошу проголосовать. Если вопрос проходит, то он проходит. Если не проходит, мы его переносим на другой. Кто за? Уважаемые коллеги, ну только что нам пояснил, только что вам зачитали 16 статью. Уважаемые коллеги, это две разные инстанции. Если Игорь, вот у нас это Белин, где дают вам советы и кто вас учит, что говорить. В законе отлично, вот юристы не дадут соврать, как повернется, так и шекнется. Если себя сбирает. Судебная инстанция, если кто-то давил, идите спросите их, пожалуйста. Вот так вот. Я понимаю, что не устраивает. Господин Деревенко в прошлый раз принес туда вот этот список, его поменяли. Но поменяли его, никто-то на них надавил, потому что должно было быть собрание всех судей Вулканежского, Камрадского, Чадрунского района, которое не было проведено до этого. И гнали это, и быстренько этот ЦИК, как галопом по Европе, потому что нужно было господина Деревенко сделать там председателя. У меня тоже к нему очень много претензий, даже начиная с той же пшеницы, где он возглавлял вот эту комиссию, не имея на это права, и методом косвенного какого-то, они с госпожой Недялко, они сделали там, вы считали, что где мы с Илья Семеновичем проверили эту пшеницу, они высчитали, вот так пришли, и там 600 тонн. Вот и все. И сегодня, Григорий, я тебя не перерываю, когда ты говоришь, ну послушай, пожалуйста, ну пойми, если ты уже вот, получается должность штатного провокатора исполкома, вот я говорю, ты меня извини, ну, норма закона сегодня гласит по-другому. Сегодня должна отдельно голосовать за суды, отдельно проголосовать за исполком и по концовке за все 9 человек. Уважаемые коллеги, вот сейчас и юридическое управление прокомментировало. Мы проголосовали за наших 3 членов. За судей голосовали на судебном собрании, за исполнительный комитет голосовали на исполнительном комитете. Мы сегодня только утверждаем 9 составов ЦИК. Для этого и Народное собрание в закон тогда внесли представители судебных инстанций, представители исполкома и представители Народного собрания. Уважаемые коллеги, я еще раз зачитываю постановление, которое у вас у всех есть. Или мы идем по закону, или мы идем не по закону. Норма закона гласит проголосовать составом. Я сейчас вам проголосую. Все правильно. Уважаемые коллеги, статья 16. Я могу всю статью 16 прочитать. Народным собранием Гагаузии персональный состав кандидатур в состав Центральной избирательной комиссии выдвигается на пленарном заседании большинством голосов депутатов. Так. Сейчас я посмотрю, какие, потому что здесь мне дали полностью закон. Предложенные судебными инстанциями, главой Гагаузии и исполнительным комитетом Гагаузии кандидатуры в состав Центральной избирательной комиссии Гагаузии не могут быть отклонены Народным собранием Гагаузии при условии соответствия к требованиям настоящего кодекса. Ну а где мы сегодня, у нас что, есть решение суда, где кого-то обвинили, или у нас что-то есть конкретно, со слов все. Не надо быть голословным. Если у нас есть претензии, к примеру, к Янаку, или там к Деревенко, или были кому, должны быть документальные обоснования. Я их сегодня не вижу. Пожалуйста. Я понимаю, есть сегодня четко, мы должны за всех голосовать. Владимир Михайлович, можно вопрос? Вот вы прочитали. Можно вопрос? Пожалуйста. Вот вы только что прочитали норму закона, да? И логически возникает вопрос. Если депутаты Народного собрания Гагаузии должны утвердить список, предложенный от суда, от исполнительного комитета, но не может вносить никакие изменения, говорите вы, в то же время вы читаете при условии, да, и дальше, соответствие, т.т. Если кто-то из депутатов говорит, что есть к какой-то кандидатуре вопросы, значит, могут быть эти вопросы к этим кандидатурам, правильно? Могут быть. Я так поняла сейчас из прочитанного вами. И второй момент, Владимир Михайлович, если бы депутаты Народного собрания Гагаузии, согласно закону, не могли бы вообще вносить никаких изменений, а должны утверждать, то тогда у меня вопрос, а зачем же нам тогда утверждать? Тогда, может быть, в законе должно было быть написано, что представили, и мы утверждаем только 3 своих.
Мы не утверждаем все 9. Так в но законе если так у и меня, прописано. секунду, но если у меня, как у депутата, есть обязанность проголосовать и утвердить этих членов ЦИК, значит, у меня есть право задать вопросы к этим представленным кандидатурам. Уважаемые юристы, из логики это вытекает человеческое, не юридическое, мне так кажется. Спасибо. Уважаемые депутаты, для чего тогда у нас в законе прописали от судебных инстанций, от исполнительного комитета, от Народного собрания? Мы голосуем за Народное собрание. Было. Теперь у нас есть и судебные инстанции. Мы один раз за них не проголосовали. Они нам дали других. Не голосуйте опять, пускай дают опять других. Какие проблемы, если не нравится? Уважаемые коллеги, я вижу, что здесь происходит. Здесь получается проталкивание, непонятно чего. Владимир Михайлович, уважаемый Пожалуйста. председатель, Владимир Михайлович, вот послушайте, у нас есть фамилии. Мы, депутаты, голосуем. Вы сейчас нам хотите сказать, что мы обязаны проголосовать за каждую кандидатуру «за». Так не будет. У каждого депутата свое мнение. Я вам хочу сказать другое. Если мы не изберем двоих депутатов, допускаю, двоих, не допускаю. Скажите, пожалуйста, члены ЦИК, они что, не будут работать? А если один из них умрет, тогда что произойдет? Поэтому я вам хочу сказать, давайте идем пофамильно. И кто не пройдет, если не пройдет человек от Народного собрания, представите другую кандидатуру. Если от суда не пройдет, представите другую. Вот и все. Коллега, пожалуйста, Сергей. Коллега, поименно мы не можем голосовать. Сергей Здесь Алексеевич, четко пожалуйста. написано списком по 3 человека. Пожалуйста. Я считаю, что за исполкомовских 3 голосуем, потом голосуем за от судебных инстанций и потом в общем за 9. Я так, в моем понятии так. Уважаемые коллеги, разрешите высказать свое мнение по данному вопросу. Ну давайте мы скажем, здесь заседающие депутаты. Мы какой орган представляем? Представительный и законодательный орган Гагаузии. Если есть закон, который принят, избирательный кодекс, да, и где мы должны утверждать состав Центральной избирательной комиссии. Если есть разные толкования, кто должен дать интерпретацию данного закона? Народное собрание. Больше никто не может интерпретировать данный закон. Второе. Там написано, персональный состав Центральной избирательной комиссии Гагаузии утверждает Народное собрание. Персональный состав. Абсолютно. К сожалению, в этом законе есть некоторые неточности, но это уже пусть новый состав Народного собрания вносит изменения, я уже об этом говорил. Но сегодня как? Соответствующая инстанция, судебные органы Гагаузии представляют состав комиссии для утверждения Народным собранием Центральной избирательной комиссии. Дальше. Исполнительный комитет, Народное собрание представляет свои кандидатуры для утверждения Народным собранием. Соответственно, вывод следующий. Они обсуждаются на заседании Народного собрания, эти кандидатуры, и утверждаются тем составом. 3 от Народного собрания, 3 от исполнительного комитета и 3 от судебных инстанций. Пакетное голосование не может быть здесь. Коллеги, нужно четко разделять зерна от плевел. Давайте мы четко скажем. 3 члена состава комиссии от Народного собрания мы утвердили. Идем дальше. От исполнительного комитета 3. И 3 от судебных инстанций. Но вопрос. Некоторые вопросы есть к некоторым кандидатам. Кто-то состоит в партии, кто-то не утвердил несовместимость и так далее, далее. А вот здесь комиссии Народного собрания не дорабатывают. Мы же состав исполнительного комитета утверждали на профильной комиссии? Утверждаем. Почему не надо было обсуждать эти кандидатуры на профильных комиссиях Народного собрания? Затем вынести сюда. И эти представители должны были быть здесь, на заседании Народного собрания. Может, у какого-то депутата есть к ним вопрос. Что вы закончили? Устранили вы совместимость или не устранили? Тогда вопросы были бы сняты. В этой связи, чтобы не задерживать выборы. Вот я сейчас прочитал сообщение. Сергей Константинович, меня просит избиратель. Примите бюджет Гагаузии, мы зарплату не получаем.
из-за народного собрания мы не получаем зарплату. Нет, мы не проблема в народном собрании, мы за то, чтобы бюджет был принят и жизнь в Гагаузии шла нормальным руслом, чтобы люди получали заработную плату, платили коммунальные услуги. Да. Второе, мы за то, чтобы выборы, народное собрание были пройдены в тот назначенный день, 4 апреля. Поэтому мы не заинтересованы в том, чтобы не утверждать состав избирательной комиссии. ЦИК Гагаузии, мы за. Поэтому есть предложение. В законе написано, народное собрание утверждает персональный состав членов избирательной комиссии. Там не написано 9 человек пакетом. Там написано утверждает персональный состав. Поэтому персональный состав из 3 человек исполнительного комитета раз, персональный состав от судебной инстанции состав. Вот в чем проблема. Поэтому ставьте на голосование от исполнительного комитета 3 мы избираем. Если есть вопросы к кандидатам, пожалуйста, их задавайте. Если есть вопросы к представителям от судебной инстанции, задаем. Спасибо. Орман же, пожалуйста, Николай Николаевич, потом, раньше записался, потом Железов. Уважаемые коллеги, добрый день. Я хотел задать вопрос юристам, нашим коллегам и сказать свое понимание под словом «персональный состав Центральной избирательной комиссии», как он избирается. Да, есть 3 кандидата от Народного собрания, 3 от исполкома, 3 от судебных инстанций. Я задаю вопрос, если есть какие-то противоречия или, как коллеги высказывались, для определенных кандидатов в члены избирательной комиссии, вопросы, как может этот человек проголосовать за 2, но не проголосовать за 1 от от исполкома, от суда или от Народного собрания? Поэтому я хотел бы послушать расшифровку. В моем понимании персональный состав, чтобы член Центральной избирательной комиссии прошел в ЦИК, должны голосоваться пофамильно, персонально. Не проходит, отклоняем, этот орган должен предоставить следующую кандидатуру. Прав я или нет? Николай, коллега, смотри, что написано в статье 16. Предложенные судебными инстанциями, главой Башканом, исполкомом кандидаты в состав Центральной избирательной комиссии не могут быть отклонены Народным собранием при условии соответствия к требованиям настоящего кодекса. Что еще надо? Что еще надо? Они идут списком, не идут рейтингом, как члены, то есть от нас, от Народного собрания, члены ЦИКа избрания. Там рейтинговое голосование, а здесь составом. Здесь четко расписано. Уважаемые коллеги, этот спор... Можно, Игорь Михайлович? Этот спор, в первую очередь, возникает из-за того, что некая недосказанность есть в самом законе. Да, там прописано четко, что не могут быть отклонены, если, в случае только если они не соответствуют каким-то критериям. И я тоже этим вопросом изучал. И с учетом вот этой недоговоренности я обратился к опыту прошлого созыва. Я посмотрел те сессии, где обсуждался прошлый состав ЦИКа. И там получилась такая ситуация. 26 ноября 2015 года были предложены кандидатуры от всех этих инстанций. И точно такие же вопросы возникли к кандидатурам от исполнительного комитета. И на этом заседании были утверждены, 26.11.2015 были утверждены кандидатуры от Народного собрания, были утверждены от судебных инстанций, от исполнительного комитета были высказаны такие же претензии к Виталию Павловичу. И было тогда утверждено только 8 кандидатов. И следующий кандидат был предложен уже 22 декабря 2015 года, и на этом заседании докладывал Георгий Георгиевич, и был тоже задан вопрос, могут ли обсуждаться кандидатуры, которые представлены этими органами. И председатель комиссии по
законность, как сегодня Петр Иванович, тогда был Бургуджи Иван Георгиевич, он сказал, что эти кандидатуры должны и могут обсуждаться. И на том заседании была утверждена новая кандидатура, которая была предложена исполком, это был Комур Иван Петрович. Поэтому тут я понимаю, что пробел некий есть, и да, может, нужно будет дорабатывать. Сегодня, скорее всего, мы должны исходить из, так скажем, прецедента, который был в прошлом. То есть ставить на голосование и, ну, может, не поименно пакет. Предлагается тогда, давайте сделаем 15-минутный или полчасовой перерыв, никаких проблем не будет. И потому что вот уже показываешь, давайте сделаем. Ну показывают депутаты перерыв, я не могу. Кто за, чтобы был перерыв? Ну на 15 минут никаких проблем, Екатерина Федоровна. Кто за на 15-минутный перерыв? Раз, два, три, 4, 5, 6 человек, 7. Тогда работаем дальше. Ну я предлагаю, уважаемые коллеги, или давайте берем 15-минутный перерыв, или... Ну хорошо. Илья Семенович, если вы получаете у кого-то консультацию, коллеги попросили перерыв. Если вы у кого-то получили консультацию, какие проблемы? На прошлой сессии я лично вас просил, давайте возьмем перерыв, обсудим наш законопроект. Вы не сделали. Почему? Илья Семенович, на прошлой сессии у меня была своя позиция. Мне поставили условия, вы помните, по бюджету. Вот почему это все было. Потому что я хотел поставить в любом случае этот вопрос. Предлагается перерыв, коллеги просят, не я его прошу. Давайте ставим, вы голосуете за перерыв или не голосуете? По регламенту 2 часа прошло. Уважаемые коллеги, 15 минут перерыв. 15 минут перерыв. Вот ровно в половину второго соберемся.